Международные организации и уйгурские активисты призвали премьера-министра Новой Зеландии осудить китайское правительство за нарушение прав человека и пытки заключенных мусульман, содержащихся в лагерях политического перевоспитания. Организация по мониторингу прав человека заявила, что Джакинда Арден, вставшая на защиту мусульман после терактов в Крайстчерче, должна сделать то же самое за мусульман Восточного Туркестана на собрании, которое пройдет в Пекине. В оккупированном Восточном Туркестане увеличилось нарушение прав человека. Давление китайских властей на жителей Восточного Туркестана продолжается и в домах. Несколькими днями ранее в интернете появилось видео, на котором один из жителей Казахского автономного района заучивал китайский марш для того, чтобы избежать ареста. Изучение людьми китайского марша и китайских текстов, несмотря на затруднения в произношении, показывает, какого уровня достигло давление китайских властей. Министр иностранных дел Китая Ванг Yi оценил действия властей в Восточном Туркестане и репрессии мусульман, уйгуров и казахов как борьба против радикализма и выразил свою признательность Казахстану за поддержку. Ванг Yi провел встречу со своим казахстанским коллегой Бейбытом Атамкуловым в Пекине. После встречи министр выступил с заявлением, в котором подчеркнул законность действий китайского правительства в Восточном Туркестане. Ванг Yi также встал на защиту лагерей политического перевоспитания, которые, по его мнению, играют важную роль в устранении экстремизма. В Китае объявлено о денежном вознаграждении лиц, осведомивших уполномоченные органы о незаконных религиозных объединениях. В сообщении Управления по этническим и религиозным делам провинции Гуанчжоу указывается о денежном вознаграждении в размере 10 тысяч юаней гражданам, сообщившим о лидерах незаконных религиозных объединений и поспособствовавшим в их поимке. Собравшиеся в Тунисе министры иностранных дел стран Арабской лиги заявили о непризнании права Израиля на Голландское плато. С другой стороны, в Иордании прошел протест против Израиля. Протестующие прошли от мечети Хусейна до площади Нахиль с лозунгами «Да будут выкупом нашей души и жизни замечать Аль-Акса» и «Народ Палестины и Иордании – единая сила».